Доброе утро, уважаемые телезрители, уважаемые пользователи социальных сетей. В эфире брифинг на телеканале БСТ в соцсетях. И говорим сегодня о паводковой ситуации, которая сложилась на территории Республики Башкортостан. Гости у нас сегодня в студии. Поговорим мы с людьми, которые имеют отношение к урегулированию ситуации. У нас председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарид Рифович Гумеров в студии. Доброе утро. Доброе утро. Рустем Маратович Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия». Рустем Маратович, доброе утро. Идрисов Эдуард Миневалиевич, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Доброе утро, Эдуард Миневалиевич. Доброе утро. Вы у нас чуть-чуть в стороне сидите, потому что мы работаем в прямом эфире, брифинг организовали срочно, и у нас пока здесь стесненные условия, но мы работаем все вместе. И у нас с нами Лариса Олеговна Кильдюшова, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Доброе утро, Лариса Олеговна. Доброе утро. Первый вопрос, Фарид Рифович, позвольте вам, как у нас сложилась ситуация сейчас по именно паводкам в республике? На сегодняшний день весеннее половодье в республике вступило в бурную фазу. На спокойные прогнозы синоптиков наложилось весеннее дружное наступление и, соответственно, у нас резкое подтопление талыми водами. После этого эстафетная палочка была передана степным рекам. И сегодня вы уже видите, что за 2 дня горные реки также показали свой нрав. И самое интересное, что мы увидели, что надо было быть готовым к любому сценарию. И некоторое успокоение, которое у нас было, оно, наверное, не в пользу пошло, но мы сумели оперативно среагировать на все эти вызовы новые. И на сегодняшний день то, что у нас в степных реках Уршак, Чермасан, Узень, Юрмаш, все эти процессы, которые привели к подтоплениям, были оперативно ликвидированы. Своевременно было организовано оповещение. И на сегодняшний день я хочу сказать, что горные реки пока еще не достигли своих максимумов, поэтому тяжелая обстановка складывается у нас река Инзер. Сейчас у нас находится там взрывная группа военных, и, соответственно, мы готовы к взрывным работам. Вчера мы провели в реке Инзер взрывные работы в Белорецком районе. Только с 8-го раза удалось ликвидировать затор и, соответственно, увести угрозы подтоплений с населенного пункта Осы. Готовимся также к выезду в Бурзянский район. На реке Белой также возможны заторы. Так, я попрошу подключиться к нам Эдуарда Миневалиевича Идрисова. И что у нас МЧС России по Республике Башкортостан сейчас? Где конкретно работают ваши подразделения? Спасибо большое. Группировка сил МЧС России в составе 7 единиц техники, 162 человека, работает на всех заявленных Фарид Рифовичем местах, то есть в рамках оказания помощи гражданам в местах, где вода сошла, проводятся мероприятия, и в каждый двор обходится и производится уборка мусора, оказание помощи по просушке мебели. В рамках подключения электроснабжения проводятся профилактические мероприятия в целях недопущения пожаров и иных действий. Превентивные мероприятия в местах возможных затороопасных явлений совместно с комитетом ПЧС у нас проводится. Также продолжается мероприятие по чернению и взрывным работам, распиловке льда. Также у нас, где подтоплены территории, силами и средствами МЧС совместно с комитетом, еще раз повторюсь, мы проводим работы по обеспечению жизнедеятельности граждан, то есть подвозка продуктов, обеспечение проезда граждан на незатапливаемые территории. Кратко вот так, в целом понятно. Рустем Маратович, к вам вопрос. Ахмадинуров, руководитель исполкома Башкортостанского отделения партии «Единая Россия». Скажите, пожалуйста, мы не зря вас пригласили на брифинг. «Единая Россия» сейчас организовала волонтерское движение и помогает жителям. То, о чем говорит сейчас Эдуард Миневалиевич, организация помощи. Люди обращаются в колл-центр «Единой России». Да, действительно, мы уже с прошлой недели начали получать звонки на наш колл-центр 8 800 201 8903 от жителей подтопляемых территорий по оказанию помощи. У нас сейчас на экране этот номер. Обратите внимание, пожалуйста. Вот сейчас у нас буквально с утра в Дуванском районе в Мисыгутово выехал автобус, микроавтобус с помощью для 65 домов жителей подтопляемых территорий в Мисыгутово. Также
Мы достаточно активно работали в Кармаскалинском районе. Ну, в частности, волонтер Леонид Михеев на своей лодке подвозил не только воду и продукты жителям затопляемых территорий, но и спас практически бабушку и маленького ребенка. На своей лодке вывез его в безопасное место. Хочу сказать, что очень активно откликаются на беду наши предприниматели. Скажем, такой микроавтобус помощи, который уехал в Дуванский район, сформирован в том числе за счет предпринимателей. Мы открываем с этой недели вещевой фонд на базе нашей общественной приемной, принимаем вещи. Просто сейчас появились такие заявки. В частности, сегодня мне звонили, что 2 дивана новых с Икеа готовы предоставить. То есть мы готовы сейчас принимать вещи от других людей и передавать это тем, кто нуждается. Еще раз давайте назовем в прямом эфире номер волонтерского отделения нашей партии «Единая Россия». 8 800 201 89 03. Телефон бесплатный. Так, с точки зрения «Единой России» понятно, можно позвонить и рассчитывать на помощь. С точки зрения Роспотребнадзора, Лариса Олеговна, как у нас обстоят дела, как ситуация? Благодарю за вопрос. Мы с коллегами, которые уже передо мной выступили, достаточно плотно на сегодняшний день работаем. С начала паводковой ситуации оперативное взаимодействие налажено, отлажено. Наши коллеги на территории из 12 территориальных отделов работают непосредственно. Совместно с нашими специалистами с Центра гигиены и эпидемиологии при осуществлении отбора проб питьевой воды, обследования условий проживания в пунктах временного размещения. Санитарно-эпидемиологическое сопровождение полностью обеспечиваем. Также, вопросы на контроле и по эпидситуации. На сегодняшний день в республике эпидситуация по тем инфекциям, которые характерны для этого периода, стабильная. Острых кишечных инфекций на подтопленных территориях не зарегистрировано на сегодняшний день. Ретроспективный анализ мы проводим ежедневно. То есть ситуация на контроле. Вчера глава Башкортостана Ради Хабиров был в Мисигутово, в Дуванском районе. Мы видели те дома, о которых вы говорите, Рустам Маратович, куда направили помощь сегодня. Скажите, пожалуйста, Лариса Олеговна, а куда непосредственно обращаться жителям, в частности, Мисигутова? Возьмем отдельно взятый населенный пункт, для того, чтобы сделать пробу воды. В любом случае, однозначно, все звонки могут поступать на телефон нашей горячей линии. Проконсультируем по всем вопросам. На территориях, как я уже сказала, наши коллеги работают, и мы представим адреса лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии, где можно будет проводить лабораторные исследования питьевой воды. Сейчас на экране прямая линия Роспотребнадзора, на которую можно обратиться. Назовите, пожалуйста, еще раз номер телефона. 8 800 700 90 30. Но вы говорите о том, чтобы люди звонили, обращались. Во-первых, не у всех сет есть еще, и телефоны сели. Во-вторых, звонить в ручном режиме – это не очень правильно. Наверняка есть у вас на сайте Роспотребнадзора адреса. Да, адреса эти есть. В любом случае, мы доведем сейчас всеми имеющимися средствами до населения повторно эту информацию. Опять-таки, повторюсь, на территории территориальные отделы коллеги наши стараются отработать. То есть и с помощью Центра гигиены и эпидемиологии. Давайте сделаем так. Мы попросим вас сегодня в ваших соцсетях и на сайте разместить на главных страницах адреса, куда можно сдать на пробу воду из питьевых колодцев. Вообще я немножко проясню ситуацию. 7 филиалов я назову. Территория Стерлитамак, Нефтекамск, Дуван, Бирск, Туймазы, Кумертау, Белорецк. То есть в любом случае, если вода будет отобрана, при необходимости она будет отправлена на лабораторное исследование, и уже информация будет доведена до потребителя. Сложно представить, что жители того же, допустим, Мисигутова поедут в Белорецк. Это ближайшее место, куда можно им сдать воду. Согласна с вами, но со своей стороны, в частности, контроль качества привозной воды мы осуществляем. Контроль качества питьевого водоснабжения в развернутых пунктах временного размещения мы осуществляем. Опять-таки в оперативном порядке, потому что это обязательная процедура в том месте, где находятся у нас люди. Однозначно перед паводковой ситуацией мы проработали вопрос с водоснабжающими организациями, которые усилили контроль качества питьевой воды, подаваемой населению, если мы говорим о централизованном водоснабжении. Немножко сложнее ситуация
ситуация там, где централизованное водоснабжение отсутствует и имеют место быть только частные скважины. Ну, в основном в в селах именно так и есть. Скважины. Воду пить из колодцев можно, да, если там нет воды внешней, видимой? Нет, если территория подвержена подтоплению, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от использования воды в питьевых целях именно с данных участков. И однозначно, если возникают проблемы с подвозом питьевой воды, с ее качеством, то однозначно отправляем на телефон горячей линии, отрабатываем в оперативном порядке. Вчера Ради Фаритович Хабиров проводил оперативное совещание по ситуации, сложившейся с паводками на территории Республики Башкортостан, и поручил всем главам всех муниципальных образований контролировать ситуацию с водой, организовать подвоз воды там, где это необходимо. И в любом случае у нас есть телефоны, куда можно обращаться. В муниципальных образованиях есть телефоны ЕДДС, по которым можно звонить. Вот, в частности, в Семисигутово, где мы были, есть телефоны по каждой улице отдельно. Нужно обращаться. Вода – это очень серьезно, и нужно контролировать. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, Фарид Рифович, вам вопрос от коллег из «Аргументов и фактов». Почему в Карамаскалинском районе еще в марте лед взорвали, а в Белорецке этого не сделали раньше? Я докладываю, что мы взрывали лед не в Карамаскалинском районе, а взрывали в Чишминском районе, река Урша. Это первое. Второе. Действительно, Белорецкий район, он мониторит ситуацию ледовую непосредственно на реках. И, соответственно, они определяют, муниципалитет определяет, когда нужно взрывать. И по их заявке мы уже выезжаем. Хотя мы уже планировали в первой декаде апреля взорвать все это, но исходя из той ситуации, которая там сложилась, там пока не было заторных явлений, мы только вчера направили туда команду взрывников и взорвали. Я считаю, что мы правильно там сделали. Мы устранили ледовый затор не только в Белорецком районе, но ниже. У нас там, где взрываем, потом по течению ниже страдают другие муниципалитеты. Мы сумели таким образом, вот своевременно выбрали время, что в Архангельском районе у нас нет заторов, хотя мы туда отправили на упреждение взрывные группы. То есть туда уже лед пришел безопасный для сельских поселений, которые находятся там. Я считаю, что вот момент выбора, когда нужно производить взрывные работы, это тоже имеет важное значение для ликвидации угроз подтоплений, вызванных заторами. Спрашивают коллеги, какой прогноз погоды и что впереди. Мы завтра на брифинг пригласим представителей нашего Башгидромеда и поговорим с точки зрения профессиональной относительно прогноза на следующие дни. Но да, пик паводков, скорее всего, еще не наступил или наступил, как считаете? Я считаю, что у нас впереди очень сложная фаза. Это когда 3 крупные реки – Уфа, Белая и Дема – начнут подниматься. На сегодняшний день у нас Уфа и Белая сдерживается подъем уровня воды благодаря крупным гидротехническим сооружениям – Нугушскому, Юмагузинскому и Павловскому. И, соответственно, пока нет тех значительных подъемов, которые ожидаются. Но Дема у нас уже показывает свой характер. В ближайшее время мы ожидаем подъема уровня воды. И сегодня, завтра будет. И нужно быть готовым, особенно в нижней части Демы. Это Лекаревка, Глумилина, улица Новгородская, Демы. А дальше Садовое товарищество, это Черноозерский, Золотая Рыбка, Демские кордоны, что начнется подтопление. И, соответственно, мы говорим, что у нас горные реки сейчас проходят свои максимумы. Дальше уже принимать эстафету Дема, а потом у нас уже начнет расти уровень воды реки Белой. Река Белая, она начнется со Стертамака, там начнется подтопление, а потом уже здесь низменная часть Уфы, это Нижегородка, Кооперативная поляна и, соответственно, СНТ, Казарез, все эти районы будут сильно подтоплены. Поэтому мы предлагаем самим жителям, которые интересуются уровнем воды подъема, зайти на сайт Государственного комитета, там есть геоинформационная система Павлик 2.0, и там можно посмотреть на всех паводкоопасных реках, как поднимается уровень воды по видеоизображению. Там у нас находятся автоматические гидропосты, и можно все это видеть и планировать свои выезды, поездки на выходные дни. Ну, чтобы сейчас не было паники, вы назвали целый ряд населенных пунктов. Сразу скажу, что вчера на совещании с главами этих районов общались,
собирали информацию, анализировали ситуацию, прогнозировали, составляли план действий. Есть понимание, как действовать с точки зрения власти по отношению к ситуациям, к возможным подтоплениям. В первую очередь, Эдуард Минивалевич, к вам вопрос. Что мы делаем на опережение в тех местах, которые могут попасть в зону подтоплений? Вот говорим, в частности, про Стерлитамак сейчас сказал Фарид Рифович. Да. В соответствии с прогнозом, который уже обозначался нам, определены зоны, которые, возможно, попадут в зону подтопления. Это у вас единое совместное решение? Совместное решение на основе прогноза, который нам представлен был у ГМС. Но он корректируется с учетом погодных явлений. Соответственно, мы просчитываем те риски и те территории, которые будут у нас подтоплены. На этих территориях мы проводим подворовые обходы, еще раз. Это действенный метод, в рамках которых мы инструктируем, выявляем нарушения, которые могут привести к пожарам и другим чрезвычайным ситуациям, оказываем помощь по приведению жилища, да, и самих граждан Скажите, пожалуйста, к возможной эвакуации. вы поговорите все совершенно правильно. Скажите, пожалуйста, вот в частности Стерлитамак, заговорили о нем. Да. Где сейчас, вот в Стерлитамаке работают ваши коллеги? Так точно. Подворовой обход происходит? Проходят подворовые обходы, материалы мы представим. Я готов на завтрашний брифинг, да, наш сотрудник или любое должностное лицо, которое будет участвовать, он представит количество жилых домов в каждом населенном пункте, который был подвержен, сколько обошли, какие мероприятия. Это не с тенью сомнений, Да. я спрашиваю, а я спрашиваю с точки зрения жителей, как они узнают о том, что к ним приходят, как они знают, что к ним могут прийти, где вообще информация о том, что ваши сотрудники МЧС могут прийти и сказать, что им можно делать, что нужно делать. Данная информация у нас размещена на нашем сайте, на мессенджерах. Это сайт МЧС, МЧС.gov.ru, да? по мы России, по Республике Башкортостан. Башкортостан. Кроме того, мы сегодня обсуждали с Рустамом Маратовичем, мы в колл-центр направим своего сотрудника, который тоже будет организовывать совместную работу. И это сотрудник МЧС будет вместе с вашими, Рустам Маратович? Да, мы организуем в случае необходимости дежурства и обход по предупреждению жителей подтопляемых территорий. А как работает колл-центр у вас? Со скольки до скольки можно звонить? Колл-центр работает с 9 до 6 вечером, но по этому же телефону принимает диспетчер звонки в срочное и в другое время. То есть круглые сутки? Да. Разрешите, я добавлю Да, просто конечно. пару слов. Кроме того, на базе главного управления развернут межведомственный рабочий штаб совместно с комитетом, комитетом ПЧС, другими заинтересованными ведомствами. И будет организовано взаимодействие с колл-центром. То есть полученную информацию от них мы будем немедленно реагировать и направлять те или иные силы и средства. Только добавлю, что у нас тоже идет цифровая трансформация в вопросах безопасности. По оповещению, у нас каждый год под угрозой находилось село Габдюково в Белорецком районе, потому что там горная река Инзер, и приходит ледовая атака ночью, когда люди спят, и они организовали дежурство. Мы там поставили автоматический гидропост, который сразу при резком подъеме уровня воды, то есть образование затора, подает сигнал на электросирену. И в любое время жители этого села Габдюкова могут беспокойно, что их заблаговременно оповестят. То есть мы идем вот на такие подходы. Тем более в этом году особенность подъемов уровня воды в реках степных, они приходят ночью. Это мы видели в Межбурятском районе, внезапно, в Кушнаренковском районе видели, да. Поэтому я считаю, что вот это перспективное направление, которое реализовано у нас в республике. Это уникальнейшая такая технология. Вы таким образом ответили на вопрос коллег из Башинформа. Если в этом году какие-то неожиданности, видите, степные реки, внезапно поднимается вода. От Башинформа же вопрос, есть ли какие-либо нормативы о том, как в течение какого времени людей должны эвакуировать? Тоже, Эдуард Минивалевич, вам вопрос. Но при появлении рисков мы заблаговременно предупреждаем и граждан предлагаем им переселиться, да, в пункты временного размещения. То есть эта возможность есть, мы заблаговременно предупреждаем в соответствии с прогнозом. А если внезапно, вот так как говорит Фарид Рифович, вода степная?
В соответствии с утвержденными планами у нас определены силы и средства и развернуты пункты временного размещения. Ну, за сколько людей должны эвакуировать? Сутки, 2 часа, В 8 течение часов? 2 часов, я думаю, мы уже силы и средства туда направим и эвакуируем. Куда обращаться людям? Еще раз задают вопрос. Куда обращаться в случае, если затопило днем или ночью? У нас есть телефон единый 112, Это самый универсальный телефон. да, 01, а также есть телефон доверия, да, МЧС России, это 233 99 99. 233 99 99. 99 99. Это телефон доверия МЧС России по Республике Башкортостан. Но самое главное, советы специалистов, это не паниковать. Если вы позвонили на телефон 112, назвать ваш адрес в первую очередь. Не суть важно, как вас зовут, назвать ваш адрес. Это самые главные рекомендации, какие есть в такой сложной ситуации. Сейчас, если можно, напоминаю, что у нас прямой эфир, достаточно короткие вопросы, короткие ответы. Лариса Олеговна, насколько ситуация сейчас безопасна с точки зрения, вот вы сказали уже в начале, что у нас все относительно спокойно с точки зрения эпидобстановки, но учитывая внешний фактор, учитывая коронавирус, как могут сказаться ситуация с паводками на людях? Я вот как раз уже ранее об этом сказала, что при развертывании ПВР наши сотрудники выходят туда на санитарно-эпидемиологическое обследование с учетом оценки и противоэпидемических мероприятий, антиковидных мер. Да? Это тот же самый входной фильтр, это измерение температуры тела, это и наличие антисептиков и средств личной гигиены, маски и прочее. Да? И расселение, логично, понятно, что если эвакуируют семьями, то семьями и размещаются. Соответственно, мы движемся в том направлении, чтобы стараться чтобы не пересекались у нас потоки достаточно часто людей. Если заселили людей, то расселяем мы их непосредственно с семьями, ячейками. Вот. Но все те мероприятия, которые проводятся, в том числе в Российской Федерации, вообще на всей территории с марта 2020 года, они все актуальны однозначно. Это масочный режим, это антисептики, это входной фильтр. И, конечно же, при ухудшении состояния здоровья однозначно доводить эту информацию до любого сотрудника, любого ведомства. Спасибо. Рустам Маратович, вам вопрос относительно меценатства. Люди спрашивают, куда относить вещи. Еще раз назовите, пожалуйста. Достоевского, 73. Телефон можно предварительно позвонить, телефон колл-центра, когда вы подъедете. Вещи должны быть все-таки или новые, или постиранные. Мы будем передавать по тем заявкам, которые у нас поступают. И действительно, я говорю, очень много уже людей отвлекается. И второе, по этому же телефону 03 в конце вы можете позвонить. Назовите, пожалуйста, еще раз телефон. 8 800 201 89 03. Вы можете позвонить и записаться в наш волонтерский отряд. У нас за топ идет акция. Именно волонтерский отряд «Стоп за топ». У нас сегодня порядка 500 человек оказалось вот в этой ситуации, но мы ожидаем, что это количество может возрастать, и поэтому нам волонтерская помощь очень нужна. И третье, что я хотел сказать по поводу ковида, что с сегодняшнего дня мы жителям по подтопляемым территориям с Минздравом договариваемся, что если маломобильные и старше 65 плюс граждане одинокие, которым нужно сделать вакцинацию, мы будем оказывать помощь по доставке их в поликлинику на вакцинацию. Со следующей недели эта работа будет развернута и по другим гражданам, но именно категории маломобильных граждан. Спрашивают, куда обращаться в сложной ситуации. Мы уже называли телефоны волонтерского отделения «Единой России» по Республике Башкортостан. У вас также есть телефоны ЕДДС. У каждого, уважаемые жители, в каждом районе есть свои номера телефона. Обращайтесь, пожалуйста, в администрацию. В каждой администрации тех районов, которые попали в зону риска в ситуации с паводками, с противопаводковыми ситуациями, созданы штабы. И есть возможность оперативно реагировать на всю информацию. Как будут работать продовольственные магазины на подтопленных территориях? Так как обычно, кроме тех магазинов, которые попали в зону подтопления. Лариса Олеговна, правильно я говорю? Да, все верно. Те объекты, которые подверглись подтоплению, однозначно они приостанавливают свою деятельность, потому что соблюдение санэпиднорм необходимо. Работают только те, которые вне зоны подтопления. Фарид Рифович, вам вопрос. Какие дальнейшие прогнозы, вы уже говорили, все ли районы готовы?
Все районы готовы. Для этого достаточно сил и средств. На сегодняшний день 5000 единиц техники высокопроходимой, плавсредств и 20 тысяч человек готовы к реагированию на любые сообщения о подтоплениях. С начала паводкоопасного периода мы получили 1180 обращений на систему 112. На каждой из них было организовано комплексное реагирование. Да, возможно, в течение суток по некоторым из них не удалось, возможно, и ликвидировать последствия подтоплений, потому что они были связаны массовостью, масштабностью этих подтоплений, но на любое обращение мы реагировали. Скажите, пожалуйста, вопрос относительно сил и средств. Это, Эдуард Мельваревич, вам все-таки сил и средств хватает в Республике Башкортостан? Так точно, сил и средств достаточно. Фарид Рифович только что сказал, да, о количестве единиц техники и более 20 тысяч численности личного состава готовы к реагированию. Проведены заблаговременные у нас учения с отработкой, в том числе и реагирование по тушению пожаров, по устранению заторов. Вы уже тоже это говорили, мы слышали. То есть сил и средств достаточно, это важно. Сколько у нас населенных пунктов подтоплено? Сколько людей сейчас в опасности? На сегодняшний день на контроле находится 13 муниципалитетов, на которых 31 подтопленный дом и 272 придомовые подтопленные территории. Кроме того, 11 участков дорог у нас тоже подтоплены и 2 моста повреждены. Это где? Один мост в Белебейском районе, второй в Микинском. И какие прогнозы, что там дальше? На сегодняшний день там имеются объездные дороги. После того, как у нас подтопления будут завершены, когда можно будет уже начинать восстановление полотна дорожного, мы начнем эту работу. Сложный вопрос, можно ли было предвидеть такой ход паводка заранее? Наверное, сложно ответить, потому что резкое потепление, земля еще мерзлая, вода не уходит, это самая основная причина. С самого начала мы готовились по наихудшему сценарию, который включало, что у нас будет подтоплено 11 тысяч жилых домов и 30 тысяч человек попадут в зону подтопления. Поэтому я считаю, что действительно наложившаяся в этом году аномальная жара, будем говорить так, дружное наступление весны и промерзший грунт, который не позволяет просачиваться воды, создал очень много хлопот населению. В первую очередь из Аталов, вот в вторую очередь паводкоопасных рек. Спасибо. На 2 вопроса я отвечу. Куда обращаться, чтобы откачали воду из дома? Однозначно в администрацию вашего муниципалитета. Все там организовано. Вам приедут бесплатно, должны откачать воду. Однозначно. Как организован подвоз воды и еды? Точно так же администрация должна организовать все, что касается еды и воды. Позвоните, пожалуйста, узнайте. Но должны и громкоговорители быть, и в соцсетях объявления. Я понимаю, что где-то света нет, но тем не менее следите за соцсетями ваших районов, следите за сайтами ваших районов в первую очередь. В каждом районе. Также глава поручил проводить брифинги, такие вот, которые мы проводим ежедневно. Завтра наш брифинг будет в 9 часов утра на этих же площадках. Коллеги из районов Республики Башкортостан должны будут проводить брифинги каждый день. За временем следите, будет информация. Также по итогам нашего брифинга, ситуация у каждого своя, будут свои брифинги. Важный вопрос, как помогает власть людям, на что могут рассчитывать. С точки зрения материальной компенсации, просто прийти, взять и выложить средства, такой возможности нет. Законодательством это не предусмотрено. А вот с точки зрения волонтерской помощи, уже Рустам Маратович сказал, мы помогаем, чем сможем. Принцип наш главный, своих не бросаем. Единая Россия подставляет плечи. С точки зрения помощи, эвакуации, тут и МЧС, и Комитет по чрезвычайным ситуациям. С точки зрения организации еды и воды, это администрация. С точки зрения откачки, администрации. В любом случае, если нужно переселить больных, как сказал Рустам Маратович, Лариса Олеговна, мы помогаем перевозить людей маломобильных в стационары. Если это необходимо, они не могут оставаться в своих домах. В каждом отдельном случае индивидуальный подход. Вы, главное, не молчите и помните, что мы с вами. Всем мира и добра. Это был брифинг на телеканале БСТ в соцсетях. До завтра.